Человек появился на севере, в том числе и в районе современного Сыктывкара, много тысяч лет назад, когда ледниковые периоды до неузнаваемости изменили растительный и животный мир. Именно тогда на оттаившую ото льда северную землю пришли люди из центра России, а возможно и более дальних краев Центральной Европы, следовавшие за мамонтами, шерстистыми носорогами, северными оленями и другими животными, привлеченными открывшимися перед ними пастбищами. Ледники вымели отсюда всех ящериц и прочих хладнокровных обитателей. Травоядные мирные гиганты кочевали по просторам Коми от гор нынешнего заполярного Урала до южных окраин. Примерно 10 тысяч лет назад климат на севере стал заметно теплее по сравнению с прошедшими временами. Средняя температура воздуха была даже немного выше, чем сегодня. Именно тогда и начал формироваться привычный нам сегодня растительный и животный мир нашего края. На картах Древней Руси указаны реки Вычегда, Печора, Мизень, но нет ни одного населенного пункта, хотя богатые для того времени края Вычегодской Перми стали тем районом, куда устремились сборщики дани из Великого княжества Московского. С 1333 года Иван Калита стал взимать поборы с Вычегды и Печоры, чтобы расплатиться с ханами Золотой Орды. Позже великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской поддерживал проповедь христианства среди коми. Стефан Пермский, вступивший в 1379 году на миссионерское поприще с благословения церковных властей Москвы, стал проводником московской политики среди местного населения бассейна Вычегды. История столицы республики Коми-Сыктывкара началась в XVI веке, когда здесь появилось постоянное население. Первое упоминание о Сыктывкаре содержится в писцовой книге 1586 года как погост на Усть-Сысоле-реке. Изначально здесь располагались деревянная церковь, рядом с ней 3 двора церковнослужителей и в разброс 6 крестьянских дворов. А уже во второй половине XVIII века в ходе проводимых в Российской империи реформ местного самоуправления в 1780 году именным указом Екатерины Великой далекое село на окраине империи Усть-Сысола было преобразовано в город Усть-Сысольск, после чего он стал обозначаться на картах России. Через 150 лет, 30 марта 1930 года, с подачи Совнаркома постановлением в ЦИК СССР Усть-Сысольск был переименован в Сыктывкар, что означает на языке коми «город на реке Сысола». А 6 годами ранее, после смерти Владимира Ильича Ленина, Усть-Сысольск предлагалось назвать Владимиро-Лениным. Но, как говорится, слава богу, пронесло. Власти вновь испеченного Сыктывкара буквально в первые 2 года разрушили храмы и церкви старого Усть-Сысольска. На месте храма святителя и просветителя земли коми Стефана Пермского в год 50-летия Октябрьской революции был установлен памятник вождю,
главному безбожнику России Ленину от коми народа. Отче наш, иже еси в небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Ты не можешь не заметить, соловьи живут на свете, и простые сизари. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Ты взглянула, и минуты остановлены, как будто как росинки их бери. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен
вопрос действительно повреждений. Уходите-ка. Один ничего, серьезно. Вот, гоните, перезадывай,